аплодируют, говорят громкое «спасибо» и отдают честь. Главных героев Великой Победы сегодня в центре Казани встречают живым коридором студенты и суворовцы. На торжественный прием со всей республики приехали сотни ветеранов Великой Отечественной войны. Это по праву их праздник. На его груди медали за отвагу, за победу над Германией, орден Отечественной войны. Раиса Ахметшина призвали в армию в 1943 году. Тогда 17-летнего юношу научили пользоваться советским и немецким оружием, а уже через год рядовой стрелок воевал на Украине и в Польше. День Победы он встретил в госпитале после тяжелого ранения. Очень трудные периоды перенесли. Весь народ, не только весь народ страдал, и только сейчас только на ногах стали. Слава Богу, дай Богу здоровья, счастья, жизни всем. Этот день отлично помню я. Первый день войны у уроженца Бавлинского района Алексея Пронина до сих пор перед глазами. Тогда ему было 12 лет. Вспоминает, как вернулись с одноклассниками из похода, а все село погрузилось в горе. Вечером был митинг, молодежь выступала, как обычно. Выгоним мы фашистов очень быстро. Вот они ушли через 3 недели примерно после начала войны. Очень большая партия, самая большая партия из нашего села. Почти никто из них не вернулся. Сами хоть голодали, но отсылали масло сливочного. Когда началась война, Клавдии Григорьевне было 9 лет. Брата забрали на войну, а она осталась в родной деревне Курочкино Чувашской республики помогать фронту. Собирали урожай, вязали носки, шили солдатские рукавицы. У нас родник, скоро я за водой пошла, услыхала, бросила эти ведра с водой и побежал маме говорит, что война кончилась. Обрадовались и стали ждать сами. У нас, потому что был брат старший на фронте, но он пришел, слава Богу, жив. А вот для Виктора Шамилова война закончилась только в 1947 году. За спиной ветерана освобождения Брестской крепости, Украины, Белоруссии, Варшавы. Первое время больно трудно было. Вот. Солдаты без автоматов, самолетов не было. Нас все время преследовали, вместе шли, но справлялись, ночью работали. То ли эхо прошедшей войны. Эхо войны сегодня на сцене оперного театра и в памяти каждого ветерана. В 1941 году из республики на Великую Отечественную войну ушли порядка 700 тысяч человек. Больше половины не вернулись. Особого внимания заслуживают трудовые подвиги народа Татарстана, отметил Рустам Миниханов. За это Казань удостоена звания города трудовой доблести. Не щадя самих себя, работники заводов и фабрик круглосуточно стояли у станков. Труженики села отправляли на фронт миллионы тонн продовольствия. Врачи и медсестры спасали жизнь сотням тысяч бойцов. Неоценимый вклад в победу внесли и представители научной и творческой интеллигенции. Тех, кто не встретил 76-ю годовщину Победы, вспомнили минутой молчания. 300 татарстанцев во время войны были удостоены звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами Ордена Славы. Свыше 200 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Их продолжают вручать по сей день посмертно. Удостоверение вручается дочери Гафуровой Валентине Альфонсовне. Сегодня сыны и дочери получают награды своих отцов, дедов. Их всех сегодня объединило чувство гордости за родину и подвиг ее народа. Наталья Мезина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.